Всем привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Алексей. Сегодня у нас с вами продолжение моего безумного марафона, в котором я решил протестировать и познакомить вас со всеми ароматами, с каждым ароматом компании Avon. На прошлой неделе у меня был прогул, я не сделал видео, потому что было другое видео, было видео экспериментал. Мы с вами сравнивали цены двух компаний, это Faberlic, Oriflame. Мы их сравнивали с компанией Avon. У кого дороже, у кого дешевле. Неоднозначно скажу, что очень много было комментариев. Комментарии все очень интересные, жаркие, я бы так еще добавил бы. Поэтому тем, кто не видел, обязательно посмотрите. Я для тех, кто видел, добавлю еще раз, друзья мои. Я в начале видео объяснил то, что это видео, оно исключительно сравнительное. Я хотел сравнить цены, не качество, не товар, а именно цены. Вот, было просто очень интересно. Поэтому многие писали в комментариях про качество, но это уже отдельный разговор. Надеюсь, что мы к нему вернемся. Но сегодня видео не об этом. Сегодня я вас буду знакомить с очередной линейкой компании Avon. Это линейка Incandescence. Я надеюсь, что вы, наверное, все прекрасно знаете эту линейку, потому что это аромат легенда. Это точно аромат легенда, потому что он в компании уже более 25 лет. И вы знаете, на самом деле ароматы так долго не живут. А те ароматы, которые так долго живут, наверное, это говорит о многом. И начнем мы сразу с нашего главного аромата Incandescence. Это, я как привык называть, классический аромат. Это у меня, знаете, аромат тестер. Так как он самый такой, один из продаваемых ароматов, его очень хорошо берут. Я его решил, потому что пробники вечно теряются, пробники вечно где-то у клиентов остаются. Я не успеваю заказывать пробники, они быстро заканчиваются. Я решил один аромат, сделать тестером. Это очень удобно. Это дороговато выходит, но когда аромат действительно очень продаваемый, это оправдывается. И он так лучше, еще лучше продается. Итак, это классический аромат Incandescence. У него довольно необычный дизайн у этой линейки, в принципе, как все ароматы выполнены в таком дизайне. Нету колпачка, есть вот пульверизатор, который вот расположен наверху. Внизу аромата вот такое вот солнышко, вроде как аромат солнечный. Так, классический аромат, он у нас идет цветочный, в составе ландыш, мимоза и сливочный мускус. Я в любом случае этот аромат знаю, потому что, еще раз говорю, что это аромат, он у меня входил и в топ, по-моему, ароматы, и, не знаю, фавориты, по-моему, даже входил. Поэтому мне этот аромат очень знаком, но, может быть, кто-то впервые будет смотреть это видео. Кстати, что я не так сделал? Я не так сделал, я не поставил аромат на пьедестал. Вот, я его качнул. Вот, давайте посмотрим. На самом деле, что хочу сказать про этот аромат. Несмотря на то, что он очень популярен, он безумно просто популярен, его очень любят, 25 лет, не знаю, когда он был выпущен, надо было посмотреть в интернете. Он очень насыщенный, он очень яркий аромат, мне такие не особо нравятся, хотя есть ароматы, вот лак такой очень сладкий аромат, он мне все равно нравится, но этот аромат немножечко мне не нравится. Я бы, конечно, этот аромат отнес к такому зимнему варианту, что летом, наверное, он будет слишком яркий, что ли, слишком душить будет. Но, тем не менее, этот аромат берут круглый год. Вот, шлейф у него легкий, но он такой вроде бы нежный, если остановить, если вот не прислушиваться к шлейфу, а вот просто остановить и понюхать листочек, то он очень такой мощный, я бы сказал. Мощный аромат. Не знаю. Давайте еще дальше посмотрим еще ароматы и вернемся. Я дам уже точно свое решение. Однозначно, немножечко не мое. Я не могу говорить про него плохо, потому что аромат, действительно легенда.
Следующий аромат в этой линеечке — это Incandescence Lotus. Он у меня запечатанный, вот есть пробничек, но мы сегодня работаем мы сегодня без пробников, поэтому вскрываем его. И, кстати, я его ни разу не видел открытым, ни разу. Как всегда, что-то вылетает, что-то улетает. По традиции надо нюхнуть кофейка, чтобы перебить аромат. Ну да, конечно. Естественно, он абсолютно в таком же выполненном дизайне. У него также нарисовано внизу солнышко, нежный розовый цвет. Давайте качнем этот тоже аромат. Но теперь, когда я его уже открыл, я хочу сказать, что этот аромат мне он мне больше нравится, нежели классический аромат. Что у него в составе пишут? Тоже идет цветочный аромат. В составе лотос, красное яблоко и ваниль. Угу. Абсолютно другой аромат. Ой, клево, прям яблочко. Прям, знаете, сладкое такое яблочко. Но мне этот аромат безумно нравится. Я не помню, был ли этот аромат у меня в топе или в моих фаворитах. Почему он у меня не был в фаворитах? Слушайте, ну клевый, нежный. Этот посвежее аромат, однозначно посвежее. Вот он сейчас а-ля такой весна. Я бы его порекомендовал, и, наверное, точно. Вы знаете, мне эти обзоры так безумно помогают, потому что когда вот так просто пробнички нюхаешь, пробуешь, тестируешь, и вроде все не то. А вот так вот, когда более обширнее поговоришь и открываешь для себя все новые и новые ароматы. Старых причем ароматов. Вот, даже вот не могу сказать, он классный, он легкий, свежий аромат. Легкий, он очень легкий. По сравнению, опять же, с этим ароматом. И, друзья, в этой линейке сейчас еще есть один аромат. У меня его, к сожалению, так получилось, нету. Но ничего страшного, у меня будет в любом случае обзор тех ароматов, которые не вошли в эту линеечку, но они в любом случае появятся у меня. И я сделаю сборник видео. Но у меня есть еще один аромат этой линеечки, это Incandescence Flame. Вот такой вот он, яркий такой, насыщенный такой аромат. Ну, в смысле, цвет коробочки и, соответственно, видимо, дизайн абсолютно такой же, только меняется цвет. Я немножечко здесь выписал, потому что его нет в каталоге. Смотрите, это у нас идет цветочно-древесный мускусный аромат в составе розовый перец, жасмин, гордения, мускус. Ну вот, мускус, я не знаю, мускус мне не очень. О, друзья. О, это аромат, знаете, а-ля Красная Москва. О. Но вот сколько я тестировал женские ароматы, это первый аромат, который ну никуда, ни в какие рамки я его не могу вписать. Я понимаю, что у этого аромата, возможно, есть и любители, потому что его раньше заказывали. Кстати, этот аромат мне достался в пакете сюрприз. Я заказывал несколько пакетов сюрприз, причем один аромат у меня забрали, потому что вот именно клиентка его искала, кто-то посоветовал ей, что обратиться ко мне, и она у меня его забрала. Я надеюсь, что она его тоже заберет. Ой, ну знаете, ну нет, я не могу сказать, что здесь. Розовый перец, вот перец точно, какой-то перец и мускус. Слушайте, ну может быть на воздухе, может быть, когда он будет на воздухе. О, нет! Друзья мои, я часто этот аромат слышу на взрослых женщин. Ой, ну мне он не нравится. Ой, у меня даже как будто начала голова болеть. Нет, ужас. Это аромат, точно вам скажу, на любителя. Хорошо, что его сейчас нет в каталоге. Поэтому вы его не можете заказать.
И об этом, в принципе, мы сильно долго о нем говорить не будем. Поэтому вот, друзья, нету 4-го аромата у меня, к сожалению. Не помню я его тоже. По-моему, у меня даже и пробника его не было. Как он вышел новинка, я как-то его не заказал. Вот, ну, исправлюсь, обязательно закажу, обязательно попробую. Вот, из этих 3 ароматов, конечно, мне больше всего понравился аромат Лотос. Вот сейчас он еще больше выветрился и стал таким воздушным, легким ароматом. Мне он нравится. Я его точно буду рекомендовать. Алло. Алло. Ну вот, кстати, и классический аромат, он тоже стал уже не таким насыщенным. Тоже он уже такой полегче. Но когда качнешь, это, конечно, что-то. Поэтому я, наверное, так свою симпатию распределю. То, что Лотос однозначно 1 место, он мне нравится, я его буду рекламировать. 2 место это классический Incandescent, он рекламы не нуждается, я его даже могу не рекламировать, у него миллион, наверное, только в моем городе миллион фанатов этого аромата, поэтому его безумно хорошо продается, его хорошо берут, он в рекламе не нуждается. Этот аромат «До свидания». «До свидания» это не мое, даже перенюхивать вообще его не хочу. Не очень аромат. Не очень. Ну, чтобы видео было у нас не совсем так не полное, я решил еще один аромат добавить в этот список, так как это аромат одиночный, он в линейке, у него линейки нет, он один люминат, вот, или как правильно, люмината, ну, люмината, думаю, ой, господи, господи. Вот, на самом деле этот аромат, у меня есть постоянные клиенты этого аромата, поэтому плохо говорить про него не буду, а скажу как есть. Итак, это у нас цветочный аромат, посмотрите, у него какой классный дизайн. Вот когда он вышел, мне он так понравился, его дизайн. Вот говорят, что в Oriflame дизайн ароматов лучше. Ну, не знаю, в Avon, по-моему, тоже довольно неплохой дизайн. Так, в составе идет малина, пион и ваниль. Угу. Ну, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, хотя, в принципе, я тоже этот аромат знаю, так как у меня очень хорошая, очень знакомая моя уже постоянная клиентка, она его постоянно берет. Но, кстати, в прошлом году она попросила, ой, ну классно. Но он тоже, знаете, аромат очень насыщенный. Я бы, конечно, его тоже бы летом не стал бы, наверное, не стал бы им пользоваться летом, потому что он слишком насыщенный. Но он яркий, он такой яркий, классный. Вот тут даже написано в каталоге, что жизнь во всем блеске. Вот так вот. Но опять же, вот он сейчас немножечко начинает выдыхаться, и все равно мне кажется, что он довольно такой свеженький. Ну, по крайней мере, нежный аромат, в отличие от этого он... Ой, ну он клевый. Не знаю, он мне нравится, я его тоже рекламирую. Но он, конечно, менее ходовой, в отличие от Incandescent. Так, а вот что по поводу малины, я не ощущаю, наверное, больше всего пион. Наверное, больше всего пион. И, наверное, ванилька. Вот малину я не слышу. Как-то так. Друзья мои, ну вот, в принципе, и все. Давайте подведем итог. Ценовая политика ароматов. Хочу сказать, что Incandescent это у нас, ну, тоже все-таки как-никак бюджетный аромат. Все эти ароматы 50 мл идут. Incandescent у нас сейчас в каталоге стоит 4000 тенге. Ну, это такая средняя, да, скажем, цена. То вот уже люмината, этот аромат идет немножечко подороже. Его сейчас цена 4600 тенге, он идет немножко дороже. Но ближе, так скажем, к люксовым ароматам. И вот что я хочу сказать, что мне он кажется, да, у него вкус намного богаче, нежели у этой линейки. Но
Этот мне все-таки больше нравится. Все-таки больше мне понравился Incandescent Lotus. Вот, друзья мои, напишите, пожалуйста, в комментарии, дайте свой отзыв, а какой именно аромат из этой линейки вам больше всего нравится, какой аромат вам точно из этой линейки не нравится. Будет очень интересно, как и в предыдущих наших видео, совпадутся мнения моих зрителей или нет. Ну а тем, кто не смотрел предыдущие обзоры, обязательно зайдите, посмотрите, потому что мы уже прошли, я уже протестировал более 50, наверное, ароматов. Я надеюсь, что ролики эти в YouTube еще гуляют, их никто не трогает. Поэтому вы можете зайти посмотреть и сделать для себя вывод, какой аромат попробовать заказать. Но я всегда говорю и своим клиентам, и своим представителям, я рекомендую, прежде чем вы заказываете полноценную версию, закажите сначала пробник. Попробуйте пробник, походите с ним, поживите несколько дней и узнаете, нравится вам, понравится вам, подходит вам этот аромат или не подходит. Вот, ну у меня на этом все. Спасибо большое, что досмотрели это небольшое видео до конца. Впереди у нас еще очень много ароматов, поэтому не пропускайте. Надеюсь, что на следующей неделе выйдет следующий очередной наш затест ароматов. На этом у меня все. Всем пока-пока. Пока.